Сагам Сурнокос. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас сегодня снова мой помощник Оберхоф. Помните, я рыбку засаливала? Вот рыбка моя готова. И мне кто-то там писал, что хорошо лимонные дольки, да? Но вот у меня, я положила сюда укропчик. Вот именно запах рыбы этот укропчик убирает. Рыбка очень вкусная, малосоленая получилась. Сегодня я ее хочу, потому что ее много. Как я сказала, у меня мальчики не очень ее едят. Ем я ее, но для меня это слишком много. Я ее буду вакуумировать и замораживать. И по мере, как я буду, ну, как будет у меня заканчиваться она, буду доставать. Поэтому. И сегодня сразу же на камеру мы сделаем. Так, куда пакеты у нас делись? Джабраил, подай эти кульки, не пакеты, а кульки. Нет. У нас готовые закончились. Мы еще не покупали. Но у нас есть вот такая вот еще, ну, такой рулон. Без этих. Вот такой вот рулон. Он не запаян. Но его можно сейчас вот так вот. Вот Ибрагим сделал, запаял. Вот такие вот. Сейчас он их сделает. Считаю, сколько здесь. И мы их завакуумируем. Классная штука, друзья. Действительно, я сейчас прочитала книгу. Ну, не книгу, а как ее эксплуатацию делать. Много чего тут можно делать. Я потихонечку, как только что-то буду делать, показывать вам буду. Так что вот такой вот прекрасный помощник. Я ссылку оставлю у себя в описании, закреплю в комментариях. Заходите, заказывайте. У них есть и подешевле, и подороже. Вообще у компании Оберхоф очень хорошая техника. Как вы знаете, лично у меня есть дегидратор от этой фирмы. Тоже я им просто довольна. По-моему, уже почти 2 года. И практически он у меня в неделю один раз все равно что-то досушит. Я много насушила сухофруктов, насушила зелени, насушила бананов. Что я еще сушила? И насушила болгарского перца. Очень мне нравится, добавляю в супы. Покажу вам как-нибудь. Все, а теперь Ибрагим сделает вот эти вот пакетики, а я вот так вот, по одному кусочку, потому что много не надо. По 2. Ну, можно по 2 штуки пакетика. И самое главное, я только сегодня прочитала в книжке, в аннотации, книга, как она называется. Так, чтобы вот это вот нельзя мочить. Что вот эти пакетики многоразовые даже. В следующий раз, но единственное, что, конечно, нужно будет обрезать шов. Можно его использовать еще раз. А я выкидывала, когда вот кабачки закладывала, я их выкинула. Не надо было. Вот только прочитала. Надо вообще-то читать инструкции внимательно. Так. Нам Джабраил объясняет, таким как вы тупым, что этот вот рулон, в действительности, я тоже сама не дошла до этого. Он говорит, вы хоть знаете, почему туда еще рулон положен? А вдруг, говорит, вы хотите большую рыбу замариновать, и у вас будет большой рулон. Так вот. Мы расфасовались Ибрагимом свою рыбу. Вот так вот он вакуумирует. Такая. Влажная же у нас тут, да? Сухой. Сухой. Вот уже 3 такие. И вот еще 3. Короче, 6 пакетиков у меня получилось. Так, ну и вот так вот, видите, у меня получилось. Вот смотрите, нет никакого воздуха, она все прекрасно, хорошо вакуумирует. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакетов, короче, у меня получилось. Это укропчик, если что, немножко остался. И все, теперь, во-первых, за счет того, что и воздух выкачан компактно, во-вторых, ни запах рыбы к другим моим продуктам в морозилке не передастся, и рыба не впитает других запахов. Вообще, очень хорошая вещь в хозяйстве, особенно кто, вот как я сказала, всегда в морозилках много чего в запасе бывает. Вот болгарский перец, это вообще, вот, у меня всегда была проблема, что вы всегда знаете, что я жалуюсь на нашу электроэнергию, потому что у нас то отключают, то совсем низкая бывает.
это самое уже из-за давления. И когда размораживается чуть-чуть болгарский перец, он начинает запах отдавать, и все, что там у меня получается на тот момент есть, впитывает запах именно вот болгарского перца. И еще самое главное, у нас же скоро идет черемша. Вот черемшу я вот так вот завакуумирую обязательно. В готовом виде приготовлю, потому что в сыром виде я замораживала, мне не понравилось. А вот уже готовые, немножко вот пакетиков 10 сделаю, чтобы летом, когда вдруг захочется, разогрел и все. Даже я сегодня прочитала, что вот в этих же в пакетиках таких приготовленную пищу можно в микроволновке разогреть. Все, уже можно завакуумировать готовый продукт, уже готовый. А потом уже, когда нужно, разморозить сразу же в микроволновке и разогрев. И прекрасно. Ну вот так вот, друзья. Если что, заходите в Оберхоф, заказывайте, смотрите, какой мощности, как вам нужно. А то, что у них, и то, что вот именно вот такая вот бытовая техника от Оберхоф, очень хорошая, я вам ее рекомендую. Заказывайте, друзья. А сейчас у меня небольшой заказ. Я буду делать 2 салатика. Не знаю, может быть, в этом одном ролике он будет, может быть, будет по-разному роликах. Но я сейчас буду делать салат гурмания. Так, друзья, вот такой вот салатик мы сейчас будем делать. Называется он, ну, как или гламурный, или гурмания. Как хотите, можете его назвать. Значит, у меня тут, что я быстренько вам скажу, потому что заказ у меня быстро ждут уже. Брокколи тут у меня 250 грамм, 250 грамм отварной, это уже отварная, морковки, 2-3 зубчика чеснока. Значит, должны быть оливки, я напишу в описании сколько. Вот такие вот маленькие огурчики, корнишоны, вот такие вот грибы, шампиньоны и вот такая вот кукуруза в початках. Также растительное масло, соль, перец и у меня немножко вот такая вот приправа для салатиков я добавлю, друзья. Но вряд ли ее у нас можно будет найти. Мне ее присылала Валюша из Германии, моя подруга. Так, ну теперь быстро первым делом я солью это все. Так, вот так вот. Это огурчики. Я их не буду резать, они маленькие. Но початки, наверное, я все-таки разрежу. Так. Початки кукурузы мы сейчас разрежем пополам. Вот такие тонкие я оставлю. Может быть, даже так. Ну, это, знаете, такой салат на любителей все-таки специфически, маринованный. Маринованные овощи, они же, все-таки у них вкус по-своему. Но он хорошо сочетается с мясными блюдами. Так, с этим заказом у меня еще один салатик и полуфабрикаты. Мясное, видимо, они готовили сами. Так что, вот как-то так. Так, теперь грибочки. Я оставила и морковочку-то, ничего не мешает. Брокколи. Мелкие оставим как есть. Свежие брокколи я не нашла на рынке. Это у меня замороженная. Ну, была замороженная, но я ее минуты 3-4 отварила. В этом году почему-то мало брокколи и на рынке было летом даже.
И у меня не урожай был брокколи почему-то, я не знаю. Добавим растительного масла. В этой приправе соль, поэтому я пока не посолила. Посмотрю. Ну и все тщательно перемешаем. Так, мне кажется, еще масла надо. Так, и я хочу немножко добавить зеленого лука все-таки сюда. Вот так вот нарезала немножечко перышков зеленого лучка. Можно еще маслин. Так, я, к сожалению, не показала вам. Сколько стоили баночки этого всего. Все, сейчас я попробую и свой вердикт вам скажу. Так, друзья, как я сказала, салатик очень вкусный, пикантный. Мне понравился. Все, он готов. Я немножко еще добавила не соли, просто все уже соленое, а морковь и брокколи нет. Но за счет того, что он еще должен настояться, это все тоже переженится и пересолится. Так, теперь салат, как я сказала, у нас на продажу. Сейчас я взвешу. Это можно без чаши. Нет, все-таки без чаши он. А нет, 30, минус 34 показала. Все. Но теперь я не вижу. Да. Здесь. Так, ну вот, салатик наш готов. Сейчас немножечко посыплю зеленью. Очень пикантный салат, гламурный или гурмания. Я даже не знаю, как его называть. Готов. И отправляется в Кантышево по заказу. Ну, друзья, теперь будем собирать второй салат, который я сегодня готовлю, тоже на заказ. Тут у меня отварное куриное мясо, грудка и чуть-чуть у меня с крылышек мяса. Любое мясо нежное, чтобы оно было хорошо проваренное, и оставить в бульоне, оно бывает нежным. Отварное яйцо, кукуруза и грецкий орех. Я его перемолола в блендере. Этот салат собирается обычно сразу же в салатник. Я даже ей хотела вот такой вот салатник ее собрать, но она сказала, что нет, сразу в контейнер. Поэтому этот салат будет собираться вместе все. Сейчас еще майонез сюда нужен. Так, микрофон мой не даст мне отойти. Так, ну что, собираем наш салат. Я уже через терку перетерла яйцо. Значит, мясо тут у меня 5 яиц.
баночка кукурузы. Так. Теперь посолить надо. Много не будем, потому что у нас грудка соленая. Майонез добавлю, потом посмотрим по соли как. Так. В принципе, можно вообще и не солить. Так, сейчас перемешаем. Это мой любимый салат, между прочим, друзья. Очень люблю такой салат. Я люблю вот именно с орехом и вкус ореха. Вот именно сочетание вот этого вот. Обычно вы знаете, как мы отправляем. Просто здесь сказано, что они будут есть прямо с упаковки, поэтому я насыпаю им орехов сюда. Обычно мы салат отправляем вот так вот, а орехи отправляем отдельно, чтобы они, когда перекладывают. Так, и вот такие вот манты у меня еще на заказ. Вот. Тут не хватает 3 грамм, да? Грамм даже. Но мы сейчас сделаем так, что одному человеку идет. Если одному человеку, то я все 3 взвешу вместе. А если бы так один пакет, то я бы еще одну штуку туда положила. Хотя можно, что я мелочусь, да? Все. Там больше даже. Бараката будет больше, да, если немножко с запасом. Так. Вот, а тут кило 14, видите? Обычно вот так вот они перетягивают. Но ничего, это все мелочь. Так. 3 килограмма мант у меня с заказом, 2 килограмма вареников с творогом, салат этот гламурный и салат нежный. Это по килограмму. Гламурный, конечно, выходит очень дорого, и, если честно, практически, наверное, на этом салате я ничего и не зарабатываю, потому что все эти ингредиенты дорогие, баночки. Так, ой. Весы. Так. Вот 3 килограмма 57 грамм. Все. А это уже будет запас немножко. Так. У меня еще есть килограмм. Значит, 3 килограмма манты у меня, если что, есть. Подожди, не шуми, пожалуйста. Так. Так, вот такой вот заказ отправляется в Кантышево.
Ну вот, пока я убрала посуду, пока отправила заказ, пока все. Уже и обедать пора. Мальчики сейчас скоро приедут. Хочу поставить манты. Вода уже закипела, кипит. Теперь поставлю манты. У меня, к сожалению, что-то со штативом не держит. Падает. Сейчас я смазала, короче говоря, вот так вот маслом формы. Ватку, и теперь буду укладывать туда. И вот так вот поставила. Теперь буду ждать. Посмотрю, сколько минут они должны вариться. Я обычно, знаете как, если сухая рука не прилипает к манту, берусь, ну когда уже сварились, минут через 30-35 посмотрим. Если рука не прилипает к манту, то они... Это из той партии, что вот я вот на продажу сделала. Вот такие вот они, друзья. Мы с подливой не любим. Едим просто. Кто любит с майонезом, а так обычно же делают морковную, ну, томатную подливу. Так, друзья, хочу вам показать, даже вытекла отсюда немножко сейчас. Вот какие они сочные. И вот такое вот тонкое тесто.